Всем привет! Всем привет! С города Якутска. Сегодня у нас 2 августа. Последний день лета. Последний день лета. Так, ну что же. Вот мысль такая пришла. Чаек что ли заварить? Не ел я еще. Мысль пришла, говорю, почему бы не показать вам цены на продукты питания в городе Якутске, что почем, вот в обычных продуктовых магазинах у нас стоит, что почем. Может быть, кому-то это интересно, но я думаю, что будет кому-то интересно все-таки. Ну, как известно, у нас здесь север. И поэтому, так, как повыше это сделать, и поэтому тут все у нас подороже, все подороже стоит, цены, так, я тут немножко понастраиваю, вот так вот, надеюсь, не упадет телефон, так, закрутить его, север, поэтому цены подороже, чем где-то там. Как говорится, логистика дороже, все тут дороже у нас. Коэффициент северный. Так, один человек смотрит. Шикарно. Что хоть кто-то что-то смотрит. Северный коэффициент у нас тут 1 к 4 в городе Якутске. Поэтому как бы, ну, все и накладывает отпечаток вот на итоговые цены. Даже в советское время вот продукты все, которые продавались, значит, они были разные по цене. То есть на, допустим, консервной банке было написан какой пояс. То есть у нас 3 пояса было. 1, 2, 3. Значит, вот Якутия относилась к 3-му поясу, и, соответственно, цена была дороже, чем 1-го и 2-го пояса. Вот таким вот образом. Так, ну что, давайте начнем потихоньку. Я вижу, народ собирается. Так, где тут чеки? Надо чеки мне. Чеки. Надо чеки все подобрать. Я потому что по ним буду рассказывать вам, что сколько стоит. Сколько стоит. Я чеки не выкидываю. Чеки я не выкидываю. Так, вот нашел первый чек. Это я все лишнее сейчас уберу отсюда, чтобы не отвлекало, как бы, Ну, так. Так, первое, что сегодня удалось купить в магазине. Так, это у нас, подождите, тут где написано магазин Табакерка. Вот, магазин Табакерка. Видно, нет? Табакерка. Пряники Яшкино 350 граммов. Вот такая вот упаковка. 56 рублей стоит. 56 рублей. Пряники классические, воздушные. 56 рублей. Далее. Печенье. Так, вот таких 2 пачки я купил. Они с разной начинкой. Печенье сэндвич Яшкино. Шоколадно-сливочный вкус. Так, где он, шоколадно-сливочный? Где тут что написано? 182 грамма. Затяжное... вот шоколадно-сливочный вкус. У нас Яшкино, что ли, это? Это же не Яшкино. Ну, бог с ним. 182 грамма, да, вес совпадает. 37 рублей
Вот такое вот печенье 182 грамма. Дальше. Шоколадный вкус. С шоколадно-сливочным вкусом. А, вот это, да? Вот это шоколадный вкус, а это шоколадно-сливочный. Но у них цена одинаковая. 37 рублей. 37 рублей 56. Все без вранья. Вам показываю. Так, итого 130 рублей. Вот это все вышло на 130 рублей. Так, давайте мы куда-то в сторонку все это будем убирать. Наверное, я вот сюда буду складывать. Коробку надо, действительно, попадает. Дальше. Так. Дальше, где у нас, что у нас? Так, магазин. Так. Больше-меньше. Вот, больше-меньше. Магазин. Популярный в городе магазин. Когда-то он отличался низкими ценами, но сейчас цены там стали не низкие, как это обычно. Но там еще какая особенность? То, что когда ты покупаешь там, допустим, не одну штуку, а 3, то цена дешевле. Вот, или там 9 еще дешевле. Одного и того же наименования. Так, хлеб пшеничный. Хлеб пшеничный, вот такой вот хлеб. Хлеб пшеничный, высший сорт. Сколько у него весовка какая интересная. Не написано. Весы что ли притащить? Высший сорт. Да, наверное, я сейчас весы притащу, чтобы было. Мы с вами и вес заодно проконтролировали и знали. Так, весы. Без весов, оказывается, в этом деле никуда. Что надо проверять вес, что сколько весит. Так, давайте весы. Кошка, от кошки шерсть тут. Уже заколебался ее убирать. Так, по нулям, да? 700 граммов. 707, ну пакетик, наверное, еще сколько-то весит. 700 грамм. Вот такая вот. А, поэтому и надпись. ВС 7. Так, получается у нас 44 рубля хлеб. Вот такая 700 граммовая, 44 рубля стоит. Буханка хлеба. Далее. Перловая каша. Вот я взял на пробу вот такую кашу перловую, чтобы не морочиться, там не варить, а чтобы взять просто вот так открыть ее быстренько на сковородочку кинул, разогрел. Главпродукт фирма губернаторская, по-домашнему перловая с говядиной. Баночка у нас. Так, вот чайник у меня, извиняюсь, закипает. Чайник закипает. Я еще чай даже не пил. Надо чайку попить. Так, сейчас. Слышно меня, надеюсь, да? Надеюсь, меня слышно. Так. Такая вот баночка. У нас вес 340 грамм нет-то, да? Ну, не буду я взвешивать. Она стоит 44 рубля. Так же, как и буханка хлеба. Вот такая вот. То есть ее открываешь на сковородочку и, значит, пожарил быстренько. Но она только вот единственная жирная. У нее жирность. То есть, если у кого-то что-то там с животом, ага, жирная нельзя, вот эта каша, она не рекомендуется. Далее. Палет краска. Так, краска такая вот. Так, краска. Вот такая краска, стойкая крем-краска. Она стоит, сейчас вам сколько скажу, 120 рублей. Вот 120 рублей. Вот такая вот. Стандартная, да? Далее рис. Рис. Вот рис. Рис вам шлифованный белый. Грамм. Чепчеки.
чепчеки. 58 рублей. 800 граммов. Давайте проверим, правда ли тут 800 граммов. Оп. Смотрите, точно. Ну, видать, это еще упаковка несколько граммов весит. 3 грамма, что ли. 800 граммов. Что точно. Далее. Бульон доширак. Вот такой бульон я взял. Говяжий доширак. Насыщенный мясной вкус. То есть вы берете вот ложку такую, да? Ее заправляете, у вас вкусняшка получается. Вкусняшка, вот тут, потому что у нас содержатся ароматные специи, отборные овощи и зелень. Биф, мясо. Видите, да? Изображена эта корова. Способ приготовления. Вот видите, да, добавьте 1 чайную ложку бульона, пол-литра кипятка или готового супа, тщательно перемешайте, подождите 3 минуты. Угу. То есть и у вас сразу делается продукт ваш съедобным. Ну, вкус доширака все любят, наверное. Вот. Приправа такая уже отдельно продается, и стоит она, сейчас я вам скажу, 30 рублей. Итого вот это больше-меньше, вот эта вся кучка получилась, да? Вот эта кучка вся продуктов питания, хлеб тут еще, да? 296 рублей. Вот. Обошлась. Так, убираем, чтобы ничего не мешало. Так, далее, что у нас, значит, по цене? Дальше куда мы зашли? Дальше мы зашли эконом свою копейку. Как тут написано, гипермаркет эконом-класса. Эконом-класс, то есть это эконом, да, для тех, кто деньги экономит, наверное, да, кто хочет купить подешевле продукты питания, я так понимаю, да. Так, ну и начнем. Так, где эта сумка? Вот она, по-моему, да, тут в сумке лежит. Так, вот такие вафли волжские. Где они? Вафли волжские. 52 рубля. А, вот цена есть. 195 рублей 70 копеек за килограмм. Такие. Можно взвесить. 268 грамм. 266 грамм. Ну, наверное, вот это весит пакетик 2 грамма, да? Далее. Макарошки, нами всеми любимые, Экстра М из отборных сортов пшеницы. Даже 1883, что, год, что ли? Мы экстра макароны, вкус знакомый миллионам. Миллионам. Но, видать, они популярные, поэтому и вкус знаком миллионам. Так, весовка, какая у нас здесь весовка-то? Не вижу я. 400 граммов. Вот написан вес 400 граммов. Время варки 7 минут. Взвешиваем. 406 граммов. Видно? 405. Ну, нормально, да, все. Так, эти макарошки стоят у нас 29 рублей 90 копеек. Ну, 30 рублей, да? 30 рублей, 400 граммов. Экстра М. Но там были еще дороже макароны, но я их не покупаю, мне не нравится это Макфа. То все там лучше вот такие вот простые, они быстро варятся, в принципе съедобные. Их заправил там кетчупом, майонезом и все окей. Так, далее чай. Принцесса Нури, высокогорный, гранулированный черный чай. Он, кстати, по акции у них там продавался. Желтая была, желтый ценник. Так, теперь мне его надо здесь найти.
Привет, привет, Испания. Алекс Барса, привет. Доброе утро. У нас вечер. Сейчас 16 часов. Мгм. А у вас там, я так понимаю, в Испании сейчас раннее утро. Привет. Так. Чай Нури по акции. Гранулированный, но вот высокогорный он вкуснее, чем обычный, он такой более насыщенный вкус. И сейчас я вам скажу цену. 100 граммов, 8 часов утра. О, ты проснулся, да, а у нас вот уже 4 часа, 16 часов. Понимаешь, уже рабочий день к концу подходит в некоторых. Так, чай Нури 100 граммов, 49 рублей 90 копеек. Кто не верит, можете посмотреть. Вот такой вот чай Нури. Ну, 50 рублей, короче, такая вот упаковочка чая, 100-граммового гранулированного чая стоит. Далее. Зеленый. Молодец. 8 августа, да, отлично. Счастливого, хорошего перелета, без всяких там эксцессов. В Москве, да, классно, да. Потом, наверное, в Крым полетите. Так. Ага. Так, вот такая баночка горошка. 100% натуральный продукт. Высокое качество. Смотрите. Так, цена его. Сейчас я вам скажу, найду здесь цену. Зеленый горошек 400 граммов, железная банка 37 рублей 60 копеек. Кто не верит, вот вам цены. 400 граммов. Ну-ка, взвесим. 487, да? Ну, тут вес нету, то есть сам металл, он тяжелый. Надо понимать, вот это тяжелая сама металлическая упаковка, да, у него, поэтому 30, короче, еще раз, 37 рублей 60 копеек. Банка 400 грамм зеленого горошка. По акции тоже, кстати. По акции вот такая банка. В магазине эконом-класса своя копейка. Так, дальше. Молоко. Литровка вот такая. 1 литр. Хорошее дело называется. 2,5% жирность. Питьевое ультрапастеризованное. Хорошее дело для хороших людей. Вот какие у них тут что. Так, где его, кстати, делают, а? Мечта, Россия, Республика Мордовия, Чемзинский район, Чамзинка. Вот оно где, с Мордовии, короче. Вот такое литровая упаковочка, пачка молока у нас стоит хорошее дело. Да тут 0,95 литра, а здесь 1 литр написано. Почему, обман, что ли? Смотрите-ка, что я заметил. Объем 1 литр. 1 литр же. А здесь 0,95 написано. Сувениры из Крыма, да, вот, пожалуйста, могу показать. Так, я сначала скажу, привет, Татьяна, сколько стоит это молоко, а то я так все забуду. Молоко хорошее дело, 2,5%, 62 рубля 90 копеек. Так, сувениры из Крыма, ну вот в частности, вот такая вот. Есть вот это Салупки, да, Воронцовский дворец, где там такие тигры, все знают, львы вернее, лежат вот там, когда со стороны моря Воронцовского дворца, не сзади, где заходишь, обычно на экскурсию, да, а при выходе, там вот где фотозона такая красивая, у них вот эти вот на дороге, как она называется, не дорога, лестница, на лестнице вот такие львы, кто помнит, да? Вот оттуда взяли мы вот такой вот сувенирчик. Еще вот такой сувенирчик взяли. Это Ласточкино гнездо. Ласточкино гнездо.
Вот такое вот видно, да? Ну, это мы вот уже не один раз ездим, как бы, и, значит, покупаем вот такие сувениры. Ялта. Мгм. Тут даже написано, в каком году и архитектор, кто у нас, 40 метров над морем. А, такой же, да, классно. Потом вот такие вот мы тоже брали. Вот эта солонка, перечница, да, вот она из чего-то такого сделала. Это где-то мы то ли в Новом Свете, то ли в Судаке брали, покупали. Я уж точно, по-моему, в Судаке вот дешевое все было. И вот от него пахнет вот этим деревом, ага, вот такой запах классный. Сейчас вот берешь так, когда к носу, ой, сразу вот запах леса, ага, значит, вот это из чего-то сделано, из местной древесины, которая в Крыму растет. И вот такая вот тоже перечница или солонка, ага, что-то. Ну, можно туда соль насыпать, допустим, да, или что там, не знаю, что, специи какие-то. Вот такая тоже солоночка сделана. Она тоже, у нее запах. Ой. Ну, тут еще перчиком отдает. Тут, видать, перчик был насыпан, ага. Шикарный, ага. Тоже такие вот. Ничем особо так не покрашено, но даже и лучше. То есть это натуральная древесина, как бы, натурель. Все, и вот это, да, тоже такая вот, ну все, даже, это хоть лаком немножко покрыто, а это вообще, ну, нормально. В дереве хранить продукты, самое то. И вот такая вот еще подставочка под горячее. Из можжевельника, вот она сделана, да, видать, срезы, да, вот нарезано, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Что-то дерево, ага. Ну, тоже на него, когда горячее ставишь, горячее вот сюда ставишь, оно такой запах, ой, какой запах, вообще шикарный запах. Сразу воспоминания, море, там, горы. И вот такая еще есть, такая вот подставочка. Ну, мы давно брали, она уже вот тут растрескалась, ага, как бы трещинки пошли, но ее пришлось подклеить, но так она еще нормальная. Вот здесь вот Севастополь, Феодосия, Судак, Ялта, Алушта, вот такая вот тоже прикольненькая подставочка. Ага. Натурель, все натуральная древесина. Все это хорошее такое. Потом что вам еще показать? Вот такое вот, когда мы ехали на поезде Гранд Экспресс Сервис, который в Крым вот ездит, вот такую там фоторамку взяли. Но она магнитная. Магнитная, вот ее можно на холодильник, тут фотографию вашу ставите и, соответственно, потом можете вот как бы фоторамка у вас. То есть мы здесь видим поезд, Крымский мост, значит, и по нему движется вот, тут даже два моста получает. Один железнодорожный, вот поезд едет, и второй автомобильный, ага. Значит, ну, Ласточкино гнездо. И вот символика Таврия, значит, то, что... Ага, да, вот это все, конечно, напоминает. Еще покажу, что мы там взяли, ага. Что там взяли, но это не за один раз, это мы вот сколько ездим туда берем. Вот такая вот прикольная. Так вот, можно ее, кстати, для иголок, да, использовать. Привет из Гурзуфа. Вот там такие делают в Гурзуфе, значит, поделки. Вот мы там были когда, я уже не помню в каком году. Вот такую вот взяли вот штучку. Прикольная она. Такая набита чем-то таким. Мягкая. Вот сова. Вот такая. На память взяли, когда были в Гурзуфе. Там местные, значит, вот, рукодельницы, мастера тут такие вот шьют, в частности. И хендмейд, ручной труд. Так, потом что вам показать? Вот такую вот дудку. Дудка такая вот, смотрите, дудка есть. Но это мы купили в Ялте у вот эти с Латинской Америки, с Эквадора, по-моему, да, они когда выступали там вот, значит, возле, значит, выступали они возле ресторан
апельсин. Знаете, да, такой в Ялте есть? Ага, они вот напротив где-то выступали, мы вот на память взяли вот эту дудку. Можно даже подудеть в нее. Сейчас подужу. Ну, надо учиться, хорошие легкие надо иметь. И иметь, надо вот, ну, короче, тренироваться, чтобы на ней что-то сыграть. То есть вот так, если просто дуешь в нее, легкие очень хорошо развивать. У кого, если с дыханием проблемы, вот можете продувать. Такое. Ай. Так, еще хочу вам показать. Сейчас еще покажу. Сейчас еще покажу сувенирчики. Так, вот такая картина. Видно, да? Значит, это Севастополь. Такая-то работа интересная, да? Авторская работа. Котики, два котика. Тут типа капитан, да? Мы видим памятник затонувшим кораблям. Вот это оборонительное сооружение в Севастополе. Вот такая вот прикольная картинка такая. И тут даже есть подпись. Художник Люля, 15×20, холст, техника, аэрограф, Севастополь, 2013 год. Ну да, так когда мы вот первый раз приехали, вот там, как он называется, бульвар-то у них, где фонтан, где вот этот памятник затонувший. Вот в этом парке там выставка художников была, и мы вот взяли на память такую картину. Авторская работа. А и в Ялте вот такую вот взяли еще тоже котики. Прикольный такой котик. Вот, в Ялте, где аллея художников, где художники вот продают свои работы, вот такого котика в частности взяли. Ну, что-то совсем они недорогие были, вот выполнены на такой фанера или что это такое за материал, ну, типа такого древесно-волокнистого, да, материала. Вот такой котик тоже. По тем меркам он стоил что-то рублей 100, что ли, за него отдал. Вот таким вот образом. Вот такие вот сувенирчики. Ну, там еще есть. Еще есть, это не все. Я в этот раз в Ялте-то не были. Мы в этот раз в Ялту не заезжали, поэтому у нас мы до Ялты не доехали этот раз, поэтому с ним не удалось встретиться. С ним не удалось встретиться. Так было бы, конечно, интересно вживую пообщаться, посмотреть, пощупать. Ну, короче, еще там есть другие, да, но мы сейчас с вами, речь у нас идет об продуктах, об цене на продукты. Так, далее. На чем я? На молоке кончил, да? Закончил. Вот это молоко у нас стоит 62 рубля 90 копеек. Далее. Такие вот карамель с экстрактом облепихи, меда, витаминами. Из серии Эко Ботаника. Натуральные витамины, натуральный мед, экстракт облепихи. Типа натуральное все. Вот такая вот упаковочка весом 150 граммов. Взвесим. Давайте взвесим.
Ну, смотрите, 154 грамма. Все точно. Светофор, здорово, Тима, да ты нагрызть собираешься, еще я там проезжал буквально вчера, там новая площадка и дорога ровная, и светофор открыли, ну там много чего. Ну надо, да, сходить, ага, как-то сходить, поснимать, интересно, конечно, то, что как город облагораживается. Сегодня я, в частности, снял, значит, вот в рабочем городке то, что построили заезд на эстакаду для маломобильных граждан, для колясок. Ага, то есть там, в общем, делается положительные такие вещи. Надо, конечно, снять. Надо будет. Спасибо за совет. Так, подсказку. Так, спасибо. Так, и сколько такая стоит конфет? Такие карамель эко-ботаника 150 грамм 59 рублей 10 копеек. 59 рублей 10 копеек. Дальше. Лимон. Ну тут даже, смотрите, написано 260, это за килограмм, а сам лимон вот этот стоит 28 рублей 60 копеек. И вес у него 110 граммов. Вешаем. 100, 109. Ну, 110, ага. 28 рублей, 260 рублей килограмм лимонов стоит, короче. Дальше. Вот такая вот мука. Мука Сашина каша называется. Взял, вот, чтобы лепешки делать, или блины самоподнимающиеся 1 килограмм. Мука пшеничная, самоподнимающаяся. То есть она для чего предназначена? Чтобы печь оладьи, булочки и так далее. То есть просто сюда добавляете там яйца, что там молоко там и так далее. И в принципе разрыхлителя не надо, получается. Он на самоподнимающийся. Ну вот такая вот килограмм муки. Так, сколько стоит-то? Да, на велике, да, я катался. Ну, сейчас не знаю, удастся, нет на великах покататься. Ну, хорошо, спасибо, ага. Ну, на велосипеде, конечно, удобнее ездишь. Ты просто камеру держишь в руке, едешь и снимаешь. То есть довольно быстро получается. И можно много снять. То есть лучше даже, чем на машине. На машине, когда едешь, у тебя одна дорога, да? А на велосипеде ты можешь ездить, ну, везде, практически везде. Так, мука. Вот такая вот Сашина каша пшеничная 47 рублей 80 копеек. Килограмм муки 47 рублей. Ну и обычная мука, я вам хочу сказать, вот такую же цену примерно стоит. Может даже дороже. Макфа, по-моему, дороже стоит. Рублей 60 килограмм. 70 там, ага, вот таким образом. Ну, килограмм муки вот 50 рублей получается, да? 47. Может быть, если брать муку какими-то большими там мешками, там она дешевле будет. Ну, куда ее большой? Да, да, да. Велосипед самый классный. А ну еще вот этот, сейчас появился самокат электро. Ну, у нас такие дороги, что, по-моему, тротуаров практически нет, поэтому на нем, наверное, больше пешком надо будет, чем ехать. Так, далее. Такая вот кашка, быстро заварная, овсяная каша с различными, значит, добавками. С сибирской вишней, с десертной малиной, с садовой клубникой. Вот они в одну цену все. Каша вишневый сад 14 рублей 80 копеек. 14 рублей 80 копеек. Вот. Пачка стоит, конечно же. Ну и, конечно же, на десерт, что мы все с вами любим,
вермишельку, быстро заваривающуюся, со вкусом курочки и с йодом. Очень полезная, питательная, низкокалорийная, быстро готовится, минимум возьми и можно вот перекусить. Я, кстати, придумал интересный рецепт. Вот, не просто эту лапшу заваривать, а ее еще поджаривать с яйцом и колбаской. Получается вообще вкусняшка такая. Так, вермишель. Мивимекс 50 грамм. Курица пакет 18 рублей 10 копеек. Пачка стоит. Что-то дорого. Там на ценнике было 14 рублей. Блин, опять пролетел я, да? Ну, или что-то я неправильно посмотрел. 12, а агрессия есть как раз этот вермишель 12 рублей. Ну да, но здесь это, я тут взял. Есть магазины дешевле, но этот магазин, вот своя копейка, он прямо на дороге, на Дзержинского. Как бы удобное место, поэтому там, наверное, и цены подороже. Конечно, если куда-нибудь на базу там проехать, подальше в городе, то такой товар можно еще даже дешевле купить, но нужно машину там, соответственно, потому что ты наберешь, а потом тащить тебе на своем горбу, это как-то не так. Так что вот 18,10 получилось. Итого 789 рублей 56 копеек. Вот такую вот гору продуктов. Вот сколько купили мы. Чай, горошек. Вот это все на... Это я уже вам третий чек показываю. На 789 рублей 56 копеек. Так, убираем все это в сторонку, чтобы ничего не мешало. Потому что у нас еще с вами будет еще один магазин. Хочу обратно в СССР. Ну, к сожалению, уже СССР не будет. Но надо стремиться, конечно, чтобы было какое-то объединение государств, чтобы были не разобщены страны. Надо к этому стремиться, конечно. Ну, такое желание, конечно, хорошее, положительное. Все хотят в СССР. Многие, я знаю, но, к сожалению, уже не те времена. Чтобы туда попасть, уже так не получится просто все это. Так, дальше. Следующий чек мы возьмем. Вот. Молочный магазин. Так, где тут что написано? Кассовый чек. ИП Иванова просто и все. Так, ну ладно, давайте молочку сейчас я вам покажу. Фирменный магазин при молококомбинате. Молочный дождик. Цены на молочные продукты, которые на этом молококомбинате производят. Вот такая, смотрите, такой пакет большой. Вот. Видно, вот сколько я тут притащил всего там продуктов. Вот мы сейчас будем отсюда вытаскивать и смотреть на цены. Сколько на фирменном магазине молококомбината Якутского молочный дождик продукты стоят. Так. Йогурт. Персик 2,5%, 450 грамм. Вот такая вот упаковочка, тетрапак. Все свежее, только сегодня купленное. Так, ищем. Ну, как сказать, вот на фирменном магазине даже дешевле. То есть сейчас вот если посмотреть на цены, вот такая вот йогурт лесная ягода стоит... Не, подождите, это я не то. Так. Биф пломби, кефир, молоко. Так, где это было? Вот персик
персик такой стоит 48 рублей. Вот йогурт персик 48 рублей. 450 грамм, 2,5. Но он довольно вкусный. Тут натуральный персик содержится. 48 рублей. Насколько я знаю, если покупать такой продукт в обычном магазине, то он будет дороже рублей на 10, как минимум. Так, далее. Кефир. Молочный дождик 3,2%, 450 грамм. Он стоит 53 рубля. Вот, пожалуйста, 53 рубля кефир. Дальше. Сейчас в тетрапаке посмотрим с вами. Вот такое вот молоко, молочный дождик. Литр, да, получается его здесь. 2,5%. Молочный дождик. Литровка. 950 миллилитров. А вот тут правильно написано. 950 миллилитров. Так, а из чего его готовят? По-моему, его готовят из сухого молока. Но он прокисает. Вот это молоко, оно прокисает. То есть оно, мне кажется, что оно натуральное. Так, здесь по-якутски надписи. Соответственно, контактный телефон есть, горячие линии, адрес производителя. Так, восстановлено из сухого молока, массовая доля 2,5%. Молоко сухое, ну оно нормальное, оно, короче, вкусное. Я вот заметил, ну, если так оставишь, оно прокисает даже. Молоко. Цена составляет его 45 рублей. 45 рублей. Вот видно, да? Эта пачка. Но там, куда заезжают и берут, то много очень. То есть кто-то набирает, соответственно, там и какие-то куда-то перепродают или что, они сами продают. Или, ну, можно заехать, в принципе, на машине, там накупить этого, но в чем дело? Эта молочка, если ты ее не съел, она у тебя испортится. То есть много ее набирать смысла нету. Ну, смысла нету. Поэтому вот удобно, что как бы магазин недалеко, поэтому сходили, взяли. Привет, привет, президент Крыма, привет. Как у вас там погодка? У нас вот сегодня солнечно было в Якутске, дыма не было. Ну, сейчас какие-то облака появились. Может быть, дождик нам обещает. Да, йогурт. Нет, почему они йогурт? У них очень большой. Это вот часть только продуктов, которые они производят, я купил. Да, потому что мне, допустим, сейчас одному это просто не съесть. Ага. То есть, а держать его долго, у него есть срок хранения. Куда я буду набирать? Плюс 30, ощущение, что 38. О, да. Ну ничего, еще месяцок. В сентябре, да, должно быть уже похолоднее, да, в Крыму. Так, йогурт, лесная ягода, стоит 125 грамм, 19 рублей. Вот, пожалуйста. То есть вот эти две упаковочки йогурта, кстати, они с натуральными ягодами. Там вот когда берешь, или там сироп натуральный, ну, короче, что-то натуральное. 38 рублей за эти две упаковки. Так, далее. Что мы? Ряженка. Ряженка 2,5%. Так, 450 грамм. Вот такая уже упаковка в пакете. Да? Ряженка. Кисломолочный продукт. Она стоит, сейчас вам скажу, 44 рубля. Вот, пожалуйста, вам 44 рубля. 0,0 копеек ряженка. Вот такая вот. Далее. Упала. Сметана. Сметана 15% жирность. Молочный дождик. Вес 450 граммов.
А молоко ты у них пробовал? 4, по-моему, в этом году выпустили. Я, конечно, офигел. 4% жирность, ну да, оно должно быть вкуснее. Плюс 20, завтра опять будет дым. Как у вас воздух? Ну, я говорю, вот было, очистилось сегодня утром, не было, днем я когда ходил вот за этими продуктами, было солнечно. Я даже видео выпустил, ага, значит, заснял, пока по дороге шел, значит, заснял, то есть без вранья все, никакого дыма не было, ничего было, в общем, солнечно. Ну, сейчас вот это единственное, что какие-то облака тут пошли, но это, по-моему, не дым. Это не дым. Обещают дожди. Обещают дожди. Дыма, короче, нету. Видать, вот эти ветра, у нас все от ветров зависит. Если ветра в сторону Якутска, то дымом накрывает город. Если куда-то в другую сторону, то, а может быть, затушили пожары. Там же много этих вертолетов, самолетов летают, которые тушат. Может быть, и затушили. Так, короче, сметана 15%, 450 граммов, стоит 67 рублей. 67 рублей. 0 копеек. Так, далее. Бифацил. Сладкий, вот такой, жирностью 2,5%, 450 граммов. Так, он сколько стоит? Бифацил. 44 рубля. Еще раз повторяю, все это с фирменного магазина, ихнего при заводе, поэтому оно все дешевле. Тогда даже заезжают какие-то коммерсанты, там предприниматели, набирают все такими большими коробками по много штук и оттуда увозят. То есть вот это самые минимальные продукты на молочку в Якутске, по сути дела. Самые минимальные. Еще продают молочку, значит, свою, значит, которая производится в Якутии, значит, на рынке. Ну, туда надо отдельно ехать, надо будет как-то отдельно будет съездить, набрать там тоже продуктов, вот этих фермерских, как говорят, фермерские продукты, да, экологически чистые, они, значит, без ГМО там и так далее, только из-под коровы, как говорится. Ну, там цены подороже уже будут. Цены будут подороже. Так, и на десертик вам показать вот такая вот упаковка. Смотрите, вот какая. Килограмм мороженое пломбир ванильный. Видно, да? И сколько у него? У него в чем? У него, вот смотрите, у него вес 1000 граммов, килограмм, и объем, или объем 2000 миллилитров. 2 литра получается, да? Так, из чего он сделал? Молоко цельное сухое, распылителные сушки, вода очищенная, сахар, песок, масло коровье сладко-сливочное, несоленое, ваниль. Блин, что фокус-то куда ушел? Ваниль натуральная, стабилизатор, эмульгатор. Пищевая ценность, ну и 12, срок года 12 месяцев. Может лежать. Не, ну его, наверное, недавно сделали. Где тут срок выпуска? Вот, пожалуйста, 12-го 05-2021. Что, так давно, что ли, его сделали? 05. Ну, короче, вот такая упаковка, да? Она килограммовая пломбира. Вот такого, да, мороженого пломбира. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Так, пломбир из молока стоит 216 рублей. 0,0 копеек. 216 рублей. А где-то стаканчик мороженого стоит 50-80. А тут целый килограмм. Это же нормально, да? Целый килограмм мороженого. Вот, пожалуйста. Почему, интересно, срок годности? Где-то лежал, что ли, он у них? Почему тут 0,5 месяц написано?
Это получается в мае, что ли? Странно. Да. Я даже не знаю. Я думал, он у них сделан, ну вот, только-только. Ну ладно, ничего, нормальное мороженое. Покатит. Покатит. Тут можно нормально положить его. И можно нормально. Кстати, покажу вам специальную такая посудина под мороженое есть. У кого такая вот сохранилась еще. Так, сейчас я ее протру. Сейчас я ее протру. Она стояла тут, запылилась. Вот, смотрите. Берем сторонку. Сторонку берем. Вот такая вот посудинка. Видели, да? Вот сюда вот ложится мороженое. Мороженое накладывается, да, ну ложечка, и значит вы, соответственно, все нержавеющий металл. И вот здесь такая вот подставка, видно, да, из уже материала. Пластик, да, какой-то прочный, такой прочный. И видно тут даже завод, эмблема завода. Это еще с советских времен каких-то древних. Вот. В нее, а почему так сделано? Ну, сами понимаете, чтобы можно было держать удобно. То есть вот за эту сюда ложишь мороженое и держишь. А этот материал, он холод не передает. То есть в руке или так вот стоит, удобно держать, допустим, ее. Сами понимаете, да? Вот такая вот мороженица интересная. С советских времен вот это мороженое сюда ложите. Его можно полить каким-нибудь сиропчиком, вареницем там. Так, подождите, а я же что-то еще вам не показал. Точно не показал. Еще одно я пропустил. Да, точно. Еще одно я пропустил. Так, мороженое мы, видите, да, какой большой килограмм мороженого. Без вранья, 1000 грамм, видно, да? Стоит 216 рублей. Все без вранья, вот такое вот. Проверено вкусное мороженое. Пломбир. Вот можно наесть его. А то вот этот стаканчики маленький, там на живот взял, живанул и голодный. Еще кучу денег платил. Да, вот это вот вишня. Вишню взял. Варенье сварить. Заморозка вишни без косточек вот, стоит 212 рублей килограмм. Это я купил его гипермаркет «Своя копейка», эконом-класса. Угу. Вот, да, ага, точно, вот он здесь есть. Точно. Так, где? Вишня без косточек, замороженная, 212 рублей 50 копеек кило. И получилось тут больше килограмма, кило 384 грамма, 294 рубля. Ну, я специально его взял, чтобы сварить варенье. То есть варенье, тут столько же сахара добавляешь, да, и варишь его. Там кастрюлю берешь большую и варишь. И можно вот сколько сделать варенье, оно дешевле в разы получается, чем покупать вот это варенье где-то на рынке там или у кого-то, да, и так далее, там в магазине. Страшно дорогое. Вот. 212 рублей. Это мороженое вишня. Без косточек еще вдобавок стоит. Ну вот, что хотелось показать вам. Эти вот продукты. То, что мы набрали. И там давайте мы посчитаем сейчас, сколько же это все потянуло. На какие деньги. Так, есть вот такой калькулятор.
удобный калькулятор. И мы сейчас по чекам подобьем наш... Так, 560 рублей. Баланс подобьем. Блин, что-то не то, да, я нажал. Так, сброс, да? 560 рублей. 00 плюс. Следующий чек берем. 789 рублей 56 копеек. Плюс 130 рублей 00 копеек. Плюс так. Ага. 296 рублей 00 копеек. Итого 1775 рублей 56 копеек. 1775 рублей 56 копеек. Вот это 4 магазина продуктовых. Вот, короче, вот потянуло за один раз. Такая сумма. Ну, у нас, как известно, здесь на севере все подороже продается, поэтому, ну, что вам сказать, где-то, наверное, дешевле, но у нас здесь логистика сложнее, все это дороже, все, ну, короче, вот на такую сумму. Так, что еще-то вам показать интересного, что еще интересного показать, наверное, сидите, ну, картошка. Я вот хочу про картошку сказать. Она сегодня я заходил, стоит 10 рублей килограмм. Капуста рублей 90 килограмм. Лук тоже 90 килограмм. Лимоны 260 рублей килограмм. Там, если вы сливу будете покупать, абрикос, персик, где-то в пределах, ну, по-разному, от 250, наверное, до 350 рублей. Яйцо за десяток у нас, короче, где-то от 65 рублей до 100 там и выше рублей. Ну, в среднем где-то вот яйцо якутского птичьего завода, да, где вот яйца, да, и кур там, значит, производят, оно где-то рублей 90 стоит за десяток, ну, или 80, ну, смотря где вы, в фирменном магазине, где ихнем, да, птичьего комбината, естественно, подешевле там рублей на 10, а в других местах подороже. То есть вот таким вот образом, такие цены у нас. В общем-то, все, что я хотел вам показать, что хотел вам рассказать. Так что будем потихоньку прощаться с вами. Если вопросов нету, значит, я трансляцию завершаю. Сегодня у нас был обзорчик цен на продукты питания в городе Якутске. Ну, цены это еще не такие высокие, да, как бы. То есть магазины вот эти у меня были, где я покупал по средней где-то ценовой категории. Есть и в центральной части города, там дороже все продается. Те магазины, которые в центральной части города, там подороже, а где-то на периферии там подешевле. Все это на базах еще дешевле. Ну, туда надо ехать, туда надо транспорт. Это, короче, Марокко. Ладненько, давайте. Все. Всем пока. Приятно было с вами время провести. Ну, как раз давайте 59 минут 44. До часа добьем, да? Еще 10 секунд осталось.
И я уже закончу трансляцию. Всем пока. До новых встреч.